Не знаю, сколько буду записывать, но не могу в себе держать это. Сижу, короче, тут, в той же комнате, короче. Всем хайрлики, ассаламу алейкум, рахматуллахи баракату. Держу в руках другой телефон, хочу здесь вот дать послушать. И видели, наверное, Басе КЗ написано. Из этого сайта мне прислал, так сказать, товарищ, подписчики. И думал, на эфире буду это делать, но на эфире я не вижу смысла делать, потому что я уже вот сижу сейчас. У нас Ганги Бутрепан. Ну, как бы кое-какие дела делаю в телефоне, так сказать. Смотрю, рынок открылся, так сказать, я обучаюсь, так сказать, этому рыночной экономике. И вот, получается, давайте я поставлю и потом будем обсуждать. Массовых волнений. Один из казахских рабочих был унижен и избит. Я его скачал даже себе в Телеграм. Сейчас покажу таким образом. Не стал загружать, просто скачал. Пожалуйста. Прикрывают, смотрите, штаны сняли. Зачем? Пинают. Зачем? Эти кадры стали началом крупнейшего конфликта на стройке Усть-Луги. Спусковым крючком для массовых волнений. Один из казахских рабочих был унижен и избит группой охранников. Новость быстро распространилась по всему. Поставлю на паузу, потом дослушаем Индема в этот момент. Всем тамошним чеченцам, всем вопрос. Вот мы все родились мужиками. И как бы это метод опустить человека, что ли? Или что это? Зачем с человека снимать штаны и это все снимать на видео? Где у вас адат? Про адаты, которые вы нам по ушам ездите по жизни. Где ваш кавказский адат? В кавказском адате есть, чтобы штаны снимали? У меня нету. В узбекском адате нету. В татарском, башкирском адате у меня нету. Чтобы я с человека, даже пусть враг будет, я его штаны снимать не буду. Понимаете, да? Это ваш косяк. Вам за этот косяк предъявлять никто не будет. Потому что думают, боимся все мы. Боимся все мы. Или там, уважаем же мы чеченцев. Вот этого я не могу понять. Что вы добиваетесь с этим? Пизды получить? Что вы добиваетесь, я не могу понять, блядь. Хлестнуться? Базара нет, блядь. Каждый для себя найдет Тенина попада. Каждый для себя найдет, как говорится, своего соперника. По весовой категории, по всей хуйне. Если нужно будет хлестнуться. Ну, люди, еще раз в тот день эфир говорил, еще ролики закидывал до этого. Люди, которые когда-то вам дали кровь, я это прям вам утыкаю это. Вам дали кровь, узкожопые вам кровь не дали. Хоть из гасек-то узкожопые. Давайте, очевидно, будем говорить, блядь, по правде. Вас чпокнули, блядь, узкожопые. Кадыровские все вы уже чпокнутые, понимаете? В итоге, сейчас вы под залупой, так сказать, русни, и вы, получается, людям, которые вам дали кровь когда-то, вы подняли руки. Это же нужно, блядь, таким шайтаном стать, а? Это я еще раз повторяюсь, как третий наблюдатель говорю это. Между чеченцами и казахами. Потому что не говорили, а где вы же были? Вот, мы здесь. Я за узбеков говорю, моя кровь. Татар, башкиртов. Вот за 3 крови я вам отвечаю. Вот. Мы здесь. И наблюдаем, что вы творите. Перед русскими. Я же вам в тот раз примеры показывал. Пару лет назад. Закидывал. Или в прошлом году, я не помню, блин. Как вы отхуярили узбека моего земляка. Вы отхуярили его просто, блядь. За то, что он что-то там япотканский вашей девушке какой-то. Ну, что, за это что, пиздить надо, что ли? А что, вы не япотканский, что ли? Вы что, не делаете, что ли, другим девушкам? За это что, пиздить надо, что ли? Я не могу понять, блядь. А здесь даже он, если что-то сделал, штаны снимать надо, что ли? Это что за, блядь, нахуй, опущенные вы, нахуй, а? Что, голову мужика не видели, что ли? Я не могу понять. В чем прикол, блядь? Даже что там произошло, мне это поебать. С вас спрос за то, что штаны сняты уже. В 21 веке, блядь, нахуй, мужик снимает у другого мужика штаны, блядь. Что за гей-парад, нахуй, устроили там, блядь, в Петербурге, блядь. Путинском Петербурге, блядь. Что вы там устроили, блядь? Голубятник, нахуй, создали, что ли? Я просто поражен, блядь. Я хуею, что творится в России, блядь. Короче, каждый, кто топит за свою независимость, если хотите Ичкерию, блядь, вставайте с нами вместе, на один путь. Не надо вот этой хуйней страдать, блядь. Хочешь Дагестан свободный? Вставай, блядь. Мы за Башкортостан, за Татарстан встали уже, блядь. Где вы? Где вы? Потом вы не говорили, что вы же шли в Чечню тоже с нами. Мы не шли, альхамдулилля. Мы не шли в Чечню. Наши манкурты шли и сейчас идут на Украину. А вы что там творите? Вы же тоже из этой категории. Вы же, это чеченские манкурты, блядь. Которым по башке надо настучать, блядь. За такое дело. Я прошу казахов это не спускать, блядь, с рельсов. Как у узкожопых есть, блядь, зуб за зуб, нахуй. Хуй за хуй, блядь. Вот это надо творить, блядь. Подняли руки, нахуй. Отрубить руки, нахуй. Вот и все, блядь. Унизили, унизить, нахуй. Вот и все. Вот только так, блядь. Только так, блядь. Почему? Потому что вот я сижу, блядь, думаю, буду сейчас рассказывать на эфире. На эфире тоже будем рассказывать. Но вот это дерьмо, блядь, везде оно сейчас прокатилось, блядь. Вы не понимаете.
Когда я вам всегда говорю, на эфирах везде я вам говорю, казахи наши братья, казахи наши соседи, Башкортостана и так далее, там, Кавказ, окей, там, да подальше, тоже мусульмане. Я всегда озвучиваю, Кавказ, мусульмане, чеченцы, Дагестан, Башкортостан, Татарстан, это вот 4 нации, не говоря, что там еще малые нации, я их говорю, не говорю, там, ингуши, там, 36 дагестанцев, там, всех добавим. 4 вот эти главных, давайте скажем, вот 4 главных, получается, так сказать, мусульманские религии, которые должны уничтожить Москву. Мы обязаны уничтожить Москву. Вы вот этого не могу, почему вы не вкуриваете это, блядь? Зачем, блядь, ссориться с казахами, я не могу понять, блядь. Вот этот я просто поражаюсь над этим. Сейчас это я загружу, сейчас дальше послушаем.